Август – время сбора урожая, время, когда садовые хлопоты начинают приносить свои плоды. Ну а объем полученного урожая, конечно же, зависит не только от погодных условий, но и от того, насколько хорошо потрудиться на садовых участках. Так считает Серафима Табанакова. Потому на количество собственной продукции, реализуемой на уличном рынке, Серафима Петровна не жалуется. Однако сама, как потребитель, она видит лишь безжалостную инфляцию. В магазинах высокие цены, ничего не скажешь. А здесь бабушка надвое сказала. Захотела за 5 продала, захотела за 3 продала. Устанет сидеть, подешевле продаст. Потом старенькие или такие, как говорится, беспомощные вроде люди ходят, им тоже снижаешь цены. По данным Государственной службы статистики, за прошедшую неделю снижение цен на белокочанную капусту составило 12,1%. На картофель, лук, морковь, помидоры и огурцы – 7,5%. Куриные яйца подешевели на 0,9%, гречневая крупа на 0,5%, пшено на 0,2%. Но цены на говядину, баранину, вареную колбасу, мясные консервы, мороженую рыбу выросли на 0,2%. Примерно так же подорожали сливочное и подсолнечное масло, хлеб, сахар, песок и соль. Именно тенденцию повышения цен на эти виды продукции, озвученную Росстатом, и заметили пенсионеры Сибая. Как известно, стоимость необходимого минимума так называемой потребительской корзины для взрослых людей составляет сегодня 6300 рублей в месяц, для несовершеннолетних детей 6400 рублей, а для пенсионеров, как ни странно, всего 5400 рублей. На фоне достаточно скромных пенсий у граждан старшего возраста каждая копейка на счету. А потому продажа даров со своего садового участка для них хорошее подспорье, хоть и цены на овощи и фрукты самые демократичные. Огурцы килограмм 50 рублей в среднем. Яблочки? Яблочки мы, как говорится, ведерками, пучками, да кучками продаем. Огурцы вот 5-литровые ведерко 150 рублей, а это 70-80. Еще смотря какая продукция, конечно. Это, если сильно хорошая, можно подороже, как говорится, на немножко. Если уж знаешь, что, как говорится, это самое. Нынче яблоки мелковато. Мясо повысили, молоко повысили, сметану повысили. Ага, подешевело. Что у нас там подешевело? Овощи, арбузы. Ага. Вот все время там толдычат с земли, но никто не отравился. Сколько мы лет здесь торгуем, ни творог, ни молоко. Как в магазине возьмешь, так на помойку вынесешь. Гадость. Посмотрите, все чистенькое, как стеклышко. Все в мешочках, все вымытое. Где можно травиться? Ага. Несмотря на то, что подобные стихийные рынки считаются незаконными, все же желающих приобретать плодово-овощную продукцию именно, так сказать, с грядок у бабушек не убавляется. Отметим, что, по словам специалистов Центробанка России, в ближайшие месяцы сохранится риск повышения цен на продовольственные товары из-за возможного снижения урожая некоторых овощей и фруктов, что может также привести к росту инфляционных ожиданий. Евдокия Титаренко, Алик Кадыров, Гульгина Раскельдина, телекомпания СТВ.